Первый глухарь. Вот это да, собака вообще не терпит. Один улетел, а что они лают там? Не, это впустую нам дают. Я одного видел очень далеко, когда уже летел. Но это уже неправильно лают. Я этого глухаря слышал, как он бормотал там. Ну, сейчас ходим, что они лают там. Я даже не видел, где он сидел. В пустоту нам лает это. В ту сторону он улетел. Очень далеко. Сейчас сходим, посмотрим. И тулан лает. Обе лают. Че они замолчали? Я не вижу их. Может, второй какой кополуга или что там было. Вообще замолчали. У нас собак глухарь вообще не терпит. Вот это да. Как начал Айда лаять, сразу моментально улетел. Все, тишина. Тишина пока выключаю, если... Вот и собаки, да. Все, наверное, улетели. Может, кто-то второй еще был. Вот и Айда. Я внимательно буду еще смотреть, может, где-то сидит кто. Ребят, собаки еще не заметили, а я заметил. Сейчас покажу красавицу. Красавец. Вон, смотрите, как сидит. Глухарь. Собаки еще не видят. Очень далеко. Очень-очень далеко. Но будем подходить. Главное, мы заметили его. Это тот глухарь, который от собак отлетел. Ну, сидит. Сейчас буду направляться к нему. Почти под выстрел уже подошел. Хотел еще, думаю, хотя бы до той сосны, чтобы еще чуть-чуть, ну и прислониться к дереву. Короче, улетел он туда куда-то, но по пути нам. Не знаю, попадет еще, нет, на глаза. Но хитрец. Сейчас посмотрим еще, как сказать, вырубка тянется он туда. Может, туда, куда сел. Глянем. Я уже по просеке спускаюсь к ручью. Ну, далековато уже мы прошли от вырубки. Еще одна куропатка взлетела. И все, больше пока ничего. Тишина. Ну, хоть глухаря видели. Даже удалось заснять, я думаю.
Сейчас уже на подходе к ручью. И по ручью, наверное, буду спускаться в сторону избы. И вот такой кружок сделали. Собаки так бегают туда-сюда. Как ни странно, сегодня тоже ни одного рябчика еще не встречал. Вообще ни одного. И здесь бывало так. Встретишь там. А пока нет. Ну что, остатки, наверное, есть. Там они возле речки. Сейчас уже на этих, на почках. Почки они клюют. Вот сейчас, в принципе, буду идти по тайге. Сейчас в гуще леса по навигатору туда-сюда. И по просеке, по вырубке уже, ну, может, если, как сказать, планы поменяются, может, выйду на ту просеку, которая болото пересекала. На ту просеку выйду и там буду уже идти дальше. А сейчас пока по ручью спущусь здесь. Вроде лес тоже нормальный. Перекур, ребят. Все. Попьем чаек. С гущи леса оттуда вышли. Здесь более-менее как-то просторнее. Параллельно этому иду. Короче. Сейчас схожу к ручью. Собака куда-то побежали вон туда. Но рядом где-то... А, вон туланчик. И айда вон идет. Сейчас я еще здесь перекурю, чай попью. И дальше вот так. Так и тянет туда пойти. Но мы, короче, это по просеку туда спустились и уже вот такое кольцо получается идем. Да? Да. Молодец. Да. Не терпят почему-то глухари от лай собаки. Или все, поздняя осень, может, из-за этого. Что-то азартно, и обе собаки у меня залаяли. И, короче, улетел глухарь-то есть. Улетел глухарь. Тулан шерсть меняет, вот там к спине такой уже длинный шерсть, а сбоку короткий. И, ну, за этот поход чуть-чуть похудел. Похудел чуть-чуть. Ничего, поправится дома. Будут отлеживаться потом всю зиму до будущего года. Просто на прогулку буду выпускать и все. Куда потом они? Всю зиму в вольере. Вот так. Ай. Ладно, сейчас попью чай и дальше пойдем. Хороший пенек. Бревно. Хорошее бревно. Что тут? Или от бревна такое? Я думал, волос чей-то. Бревна видно. Порядок приводят. Себя в порядок приводят. Бывает еще. Поранился, лопа чуть-чуть его. Поранилась он. Видно. У Айды. Бывает там обледенеют. Когда уже снег больше, лапы обледенеют, комочки такие. Бегать трудно им. И за весь день ни одной куницы тоже, ни следа. Сегодня не видели ничего. Вот. Так-то куницы есть, но они тоже как-то или по дереву, как-то на деревьях
по земле, может, мало бегают из-за этого. Ну и не так профессионалы, что айда, что тулан там, чтоб куницу там облаивать, профессионально там искать. Вот, если из-под носа выскочит, там облает и все. Ай. Хорошо, что легкий карабин. Если тяжелый карабин, вообще жесть. За целый день устанешь. Вот. Все, сейчас перекурим и уже потихоньку. Ну, уже я направляюсь в сторону избы. Все меньше и меньше, короче и короче остается дорога до избы. Ничего себе так петляет ручей. Я сейчас навигатор включил и 945 метров осталось до угла, где вот у меня, ну, такой угол получается, путика. И до этого угла почти километр еще идти. А как будто должно уже здесь быть где-то рядом. Нет, нифига, навигатор это вещь. Точно, ну, точное расстояние показывает, что если напрямик где-то с километра, а я буду идти еще, ну, возле этого ручья, где спешить в принципе некуда. Так, спокойно иду, и я в то же время знаю, в каком направлении у меня находится та точка, куда я иду. Раньше я здесь проходил как-то и думал уже все. Там, короче, мой путик. Туда мне не надо. Давай я поверну вам туда. Оказывается, путь до путика еще ого-го. А до туда я, наверное, схожу. Потому там хороший лес тоже. И там я перейду большой ручей. Большой ручей. И по просеку уже, наверное, спущусь. А здесь вот тоже как-то в многих местах я бродил. А в этом углу я еще не был. Я обычно с просеки там сразу перехожу ручей и к речке спускаюсь. Но сейчас, в общем, по другому пути я, в общем, пойду. По-новому для меня. Смотрите, какой смешанный лес. Вообще идеальный. Крупные сосны, елка. Прям все как надо. Ручей там течет. Боровая дичь такие места любят. Любят вот такие деревья, сосны. И есть куда спрятаться. Кополухи в основном в таких местах любят и не прятаться. Рябчики также. Рябчики вот такие мелкие, ну, так сказать, елки любят. Вот какой хороший уголок такой нашел я. Прям отличный уголок. Собаки пошли куда-то. Впереди меня бегут, наверное. Тулан немножко подустал. Лениво так стал он. Так иду потихоньку. Спеша, вдруг какой-нибудь взлет будет. Все еще надеюсь. До избы я все еще буду надеяться, что кого-то подстрелим. Вон и тулан появился на горизонте. Вот он. Тула. Смотри, какой лес. Тайга настоящая тут.
верю, что тут птицы нету. Не хочется верить. Мама не говорила, тут что творится вообще. Идеальное место, идеальное. Ах. Почему их нету? Да все пропали. Ай, долетит. Где была? Так, на ручей мы не пойдем. Левее пойдем. Короче, поснимал, показал, по какой тайге я хожу. Идеальная тайга для буровой дичи, но пока взлета нету. Вон какой сухостой, прямослойный, вон как. Видно, что прямослойный. Щель такая идет. Ага. И там сухостоя очень много. Сухостоев. Начал идти по навигатору. Там включил, навигацию поставил и иду по себе так. Любуюсь природой. А я, ребят, 300 с лишним метров лишнее уже прошагал. Совсем обратную сторону, куда мне надо. Сейчас вот остается 832 метра до назначенной цели. Блин, хоть посмотрел навигатор, вообще, блин, так тут одним днем не разобраться, оказывается, места тут для охоты еще. В будущем году, наверное, буду еще более плотнее здесь ходить. И с навигатором, без навигатора тут ручьи на ручье, один туда течет, другой в обратном положении, но в направлении. Все, сейчас хоть буду смотреть, вон стрелка показывает, вон туда надо идти, вообще на гору от ручья, в совсем другое направление. Я думал, этот ручей выводит меня. Оказывается, наоборот идет. Так, ну сейчас разберемся. Время, конечно, поджимает уже. Надо тоже ускорить шаг, потому что нам еще много идти. И тем более тут я плутаю. Уголки такие есть еще, значит, где я не был. И сегодня тоже, если без навигатора, пришлось лишние километры мне мотать в поисках тропины. Ну так-то я выйду в тайге, сейчас не буду ночевать. Рано или поздно все. Главное у меня, чтобы компас в руках был. А не по барабану, куда, где я нахожусь. Выйти-то выйду. Но точно вот сейчас вот с направлением я чуть-чуть ошибся. Вот это да. Такая ошибка. И смотрите, вообще я тут не проходил еще. Но да. Ну ничего, пройдем, сходим. Заодно проведаем. Тут 700 метров осталось. Ну сейчас-то нормально. Вот было бы солнце, даже не надо. Навигатор разок глянул и примерно по солнцу можно шагать. Но там все равно я на свой путик приду, там свои зачесы, свои ловушки там старенькие увижу.
Ну, ясно, понятно на будущее. Короче, с утра, если в эту сторону, к этому ручью прийти, можно целый день побродить. Так, а там что? Муравейник надо. Ага. Так, чуть-чуть отклонился я. Навигатор показывает вам. Блин, еще блестит на видео. Вот так. Так и идем. Ладно, ребят, буду разбираться. Осталось 632 метра. Полкилометра, в общем. Тут когда-то пожар, видимо, был. Вон. Обгорелые пеньки стоят. Ну все выгорело тут, оказывается. И после пожарного она уже новый лес так вышел. Молодняк. И эта береза тоже. Все черная. Вон там. Вон. Пеньки. Ну тут уже чуть-чуть знакомо мне. Потому что от своей путика я, думал чуть расшириться и заходил в эту степь, но увидел я этот молодняк и сразу отошел обратно. Мне нравится такой лес. Лес нужен, чтобы, вот перед этим я показывал, такой здоровый, чтобы сосны крупные были и с елками. А так в таких местах только, знаете, вот эти держатся, как сказать. Сейчас скажу. Куропатки. Они бывают так взлетают. Наверное, все лето тут тусуется. Вот сколько пеньков тут. Не знаю, почему так. Как будто тут, спилено. Не знаю, почему такие высокие пеньки вот только. Все тут пилили. Ну да. Может, пожар останавливали как-то. Но почему так высоко пилили? Если пожар останавливали, может, и спешки так, как попало. Встречный огонь, в общем, делали, может. Спускается. Ну да, там низина вот такая должна быть. Сыроватое место тоже. До такой степени здесь оказывается обманчивый лес. Да. Серьезно. Что там думал? Играет. Тула, лох. Лох, пошли. Впереди глухарь нас ждет. Не будем сдаваться. Не в наших правилах. Только вперед. Только вперед. Пришли оттуда. Перешли эту болотину, такая стена. Ну, не такая широкая, метров 150, наверное. Но и тут уже 100 метров осталось там. Я навигатор уже убрал. Где-то уже должны быть зачеты. В принципе, уже все это наша территория. Это наша территория, где я раньше охотился. Но до сюда ходить далеко и как-то забросил это дело тоже сюда ходить. Лебеди. Слева, наверное, где-то летят. Это уже я не знаю, который косяк. Очень много лебедей летит. На каждый их косяк я не включаю, конечно, камеру. Но все время
кричат. Перелет ихний. Слышно. Да, вон там уже ловушка какие-то у меня. Все, вот здесь. Ну все, в принципе, мы почти дома, это считается. Не будем блуждать. Сейчас по путику, по своему пройду до просеки и с просеки уже по просеке, короче, буду возвращаться в избушку, чтобы не блуждать. Напрямик, в общем, путь буду искать. Пойду напрямик. Здесь старые тоже. Одни палки, малки. Там тоже. Ну все, я это дело забросил вот и не только ловушки, все. Никто уже не охотится. Вон эта петля на глухаря была. Попадает и поднимает, он висит. А сейчас уже все. Ну хоть пройдусь с ружьем, и то вспомним. В прошлом году, наверное, не помню уже. Приходил, нет, здесь ходил, нет. Как и все охотники, потихоньку уже перестаем тоже. В дальние круги уже не ходим. Вот избушка где поближе. Только туда. А раньше старались все больше территории захватить. Больше этих ловушек, капканов. Вот так. Ладно, сейчас я буду идти по зачесу и там где-то недалеко с полкилометра осталось, не больше. Там просека. На эту просеку встанем и газку домой. Мы уже по просеке идем. Тут вон там вдали чуть-чуть видно уже ручей, большой ручей будет. Перейдем этот ручей и встанем уже на свою тропинку, по которой мы поднимались. Там уже наши следы будут. Вот такой круг, в общем, сделали сегодня. Сейчас уже начало вечереть. Нам еще осталось, я не знаю, по километражу сколько. Так. Примерно по этому просеку идти где-то километров 3 и вернем уже по своей тропинке. Ну, километров 5, наверное, еще осталось. И все, мы на избе потом будем. Километров 5 не так мало, я вам скажу. Ну, хоть рюкзак пустой, легче идти. А если полный рюкзак, вообще тяжело. И в то же время легче. Вот так. Такая прогулка, ребят, получилась очередная. Видели глухаря. Несколько куропаток. 3, наверное, получается. И заяц. Вот и вся дичь, которую мы видели. Ну, посмотрим, может, еще где встретимся. Просто я, когда поднимался сюда, до этого ручья, круг сделал по тайге, а сейчас буду ровно спускаться по просеке. Там, здесь встретимся, там наши следы встретим, и от наших следов дальше уже будем идти по просеке. Короче, кругом просека здесь. Одна просека, но все просека. Вот так.
идем строго на запад. Вот мальчик побежал. Или дятлы, или послышалось так. Как будто... Ага, птицы. Я думал, там глухарь. Рябчик оказались. Вон. Рябчик, рябчик. Тулан услышал, побежал в ту сторону. Вот за целый день первого рябчика видели. Но это уже все. Что осталось, это уже на семена. Природа нам не дает, значит это на будущий год. Что не дано нам бесполезно. Вот я эту целую неделю, в общем, ребята, впустую ходил. Целую неделю вон прилетел обратно. Хороший поход. Хороший поход получилось, не охота, а поход. Ну тулан, там, вон смотри. Вот где-то что-то, если свежее, взлеты, побег, кто-то побежит, он сразу активным становится. А так, он так спокойно ходит возле меня. Ну уже в принципе начинает работать. Уже несколько раз услышал лай. И сегодня он глухаря они с Айдой вместе лаяли. Видно, там не одна штука была, потому что один взлетел, я видел, когда летел, я видел его, а второго там на второй сидел и лаяли. Аккумулятор замигал. Вот так и ручей наш пришел. Дошли до ручья.